Слово предоставляется представителю международной правозащитной группы «Агора» Каратееву Кириллу Николаевичу. Благодарю, уважаемый председательствующий, уважаемый суд. Ни одно правительство не обладает монополией на правду. И это, если не прямая цитата, но это смысл недавнего решения Высокого суда Бомбея в Индии от 31 января 2024 года по делу Кумал Камра против Индийского Союза, которое касается ровно такой же проблемы. Наша роль, в отличие от сторон по делу, как раз, как мне кажется, в том, чтобы предоставить Конституционному суду международно-правовой контекст тех проблем, которые он рассматривает, поскольку вопрос на самом деле в международном праве достаточно новый. И поэтому наша позиция письменная опирается как на международные суды, которые, казалось бы, не обладают юрисдикцией над Кыргызской республикой, и на национальные суды иных государств. Я, прежде чем перейти к существу позиции, хочу объяснить, почему это возможно. Во-первых, Кыргызская республика связана Международным пактом о гражданских и политических правах, в соответствии с статьей 40 которого Комитет по правам человека, наблюдающий за соблюдением пакта, имеет право выносить замечания общего порядка. Так вот, эти замечания общего порядка опираются, в частности, на практику региональных международных судов в Европе, Европейского суда по правам человека, и в Америке, Межамериканского суда по правам человека. И замечания общего порядка – это такие документы, на которые Конституционный суд Кыргызской республики уже ссылался. Например, в решении от 17 января 2024 года. Как раз на замечание общего порядка по статье 19 пакта. Поэтому, говоря о замечаниях общего порядка, необходимо также понимать, что их содержание определяется в том числе практикой судов в Европе, Америке или Африке. В отношении иностранных судов, во-первых, Европейский суд по правам человека и Межамериканский суд по правам человека, на которые ссылается Комитет по правам человека, сами упоминают решения судов других стран за пределами их континентов, будь то США, Канада или Южноафриканская республика. И, во-вторых, Конституционный суд Кыргызской республики сам, как минимум в решении от 22 ноября 2023 года, ссылался на решение Конституционного суда Российской Федерации. Прямой ссылки нет, но цитата дословная, и решение Конституционного суда Кыргызской республики воспроизводит постановление Конституционного суда Российской Федерации номер 24-П от 23 сентября 2014 года. Переходя к содержанию выступления, я не буду пересказывать то, что мы изложили в письменной позиции. Я хочу сказать, что, конечно, во-первых, речь в данном деле идет о спорах между частными лицами о распространенной информации. И абсолютно адекватным и наиболее адекватным способом для разрешения этих споров является иски о защите чести и достоинства. То есть не вовлекать исполнительную власть в определение того, что истина, а что ложно. Кроме того, как следует из позиций, представленных Конституционному суду, и на самом деле здесь я не согласен с представителями государственных органов, говоривших о конфликте прав на репутацию, на частную жизнь и право на свободу слова, в данном деле этого конфликта нет. Потому что порядок, который оспаривается, не требует от заявителя ни на одной из стадий, которые сегодня обсуждались с самых разных сторон, предоставлять какие-либо данные, тем более доказывать какой-то ущерб для своей репутации. А порядок не требует от него даже доказывать недостоверность.
И, собственно, Министерство культуры подтвердило, что оно рассматривает вот наличие фамилии, имени, отчества и других обязательных реквизитов. Таким образом, речь идет только об ограничении свободы выражения мнений, свободы массовой информации. И ограничения на нее, как указал Комитет по правам человека в замечаниях общего порядка по статье 19 пакта, должны быть предусмотрены законом, то есть доступны и соответствовать требованиям правовой определенности, должны преследовать правомерную цель и должны быть пропорциональны. То есть с одного факта наличия ограничений в законе недостаточно. Есть еще некоторые требования к закону или к другим нормативным правовым актам, которые необходимо соблюсти для того, чтобы это регулирование соответствовало нормам международного права. И здесь, собственно, значительная часть сегодняшнего заседания была посвящена тому, чтобы выяснить, а какой вообще порядок. И мне кажется, это прекрасный показатель того, что порядок уже не соответствует даже требованию правовой определенности. В общем, больше года длится разбирательство по данному делу, и вот по истечении года до сих пор непонятно, а из чего же он состоит. Второй аспект очень важный, и на него обращал внимание, в частности, Европейский суд по правам человека, рассматривая российское законодательство о блокировках, которое обширное, которое стало предметом многих дел в Европейском суде по правам человека. В письменной позиции вы найдете ссылку на дело Владимира Харитонов против России. Я же хочу обратить внимание на пункт 31 решения Европейского суда от 23 июня 2020 года по делу Энгельс против России, где проблемой было то, что российские органы, принимая решения о блокировках, никак не мотивируют свои решения и во всяком случае не проводят ни анализа важности информации, которая блокируется, ни анализа баланса интересов сторон, поскольку если вдруг возникнет конфликт между правом, например, на репутацию и свободой выражения мнений, то орган, принимающий решение, должен произвести баланс, насколько важная для общества, например, информация, которая может затрагивать чью-то репутацию. И почему это необходимо? Почему Европейский суд нашел здесь нарушение права на свободу выражения мнений по Европейской конвенции? Потому что если административный орган не оценивает эти факторы, не оценивает баланс интересов, не оценивает фактическую обоснованность, не оценивает пропорциональность вмешательства, это значит, что суд, который будет рассматривать жалобу на решение этого органа, тоже не сможет это проверить. Ему не будут известны мотивы, по которым государственный орган такое решение принял. То есть мы находимся в ситуации, когда нет эффективного контроля, судебного в частности, над осуществлением административных полномочий, над осуществлением власти. Поскольку, и сегодня, мне кажется, Министерство культуры очень ясно об этом говорило, Министерство культуры может принять решение об удовлетворении жалобы, может принять решение об отказе в удовлетворении жалобы. А суд, соответственно, все, что может проверить суд в данном случае, это приняло ли Министерство культуры решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы. Поскольку Министерство культуры особенно на первой стадии, как выяснилось сегодня, да, когда решение принимает специалист, утверждает заместитель министра, оно не обязано, и оно не считает себя обязанным проверять все эти факторы, которые требуют от государства принимать во внимание, в частности, Международный пакт о гражданских и политических правах. Уважаемый председательствующий, вы сегодня среди вопросов, которые ставили заявителю, спрашивали о практике применения законодательства в других странах.
И российская практика обширна и противоречит нормам международного права. Поэтому я не приглашаю Конституционный суд ей следовать. В нашей письменной позиции мы указали решение Конституционного совета Франции, который рассматривал закон, допускающий блокировки, в частности, за распространение ложной информации и за ряд других нарушений. И Конституционный совет Франции очень четко провел грань, которая, мне кажется, важной, интересной, и поскольку предмет новый, тут необходимо смотреть, мне кажется, на разные подходы. Конституционный совет Франции сказал, что есть ситуации, когда проблема очень ясна. Если речь идет об абсолютно очевидных запретах, запрет детской порнографии, запрет, например, оправдания терроризма, то короткие сроки на принятие решений очень обоснованы. И убрать такую информацию за 24 часа вполне можно. Но требовать, чтобы за 24 часа была удалена информация, которую необходимо проверять, в частности, утверждение о ложной информации, это как раз чрезмерное вмешательство в право на свободу слова. Почему? Потому что новости, а это чаще всего касается новостей, письменная позиция Министерства культуры это только подтверждает, это, как известно, скоропортящийся товар. И поэтому как сказать, во-первых, а во-вторых, поскольку вовлечен общественный интерес, это значит, что все стороны должны быть заслушаны, и что орган, принимающий решение, должен все факторы по международному праву проверить. В течение 24 часов это невозможно. Собственно, Министерство культуры сегодня подтвердило, что оно не проверяет, имели ли место факты, о которых сообщается заявителям, что они ложные. В то время как проверка некоторых фактов может, вообще-то говоря, занять даже годы. Есть, я думаю, всем известны судебные расследования, которые длятся годами, и только по истечении нескольких лет удается установить, а что же на самом деле произошло. И значит, что не распространять информацию в течение нескольких лет о том или ином событии, которое кто-то может считать ложным, будет абсолютно непропорционально. Поэтому в заключение я хотел бы напомнить о документе, который скромно находится в углу, а должен быть в центре нашего обсуждения, Конституция Кыргызской Республики. Конституция Кыргызской Республики обладает прямым действием. И, соответственно, проверка постановления Кабинета министров возможно, и закон о защите от ложной информации ей не препятствует, как некоторые государственные органы пытались утверждать в своих позициях. Тем более, что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 91 Конституции Кабинет министров обеспечивает исполнение Конституции и закона. И, мне кажется, незаслуженно не упомянутое сегодня положение – это статья 55 Конституции Кыргызской Республики, которая говорит, что права человека и гражданина гарантируются в соответствии с общепризнанными принципами международного права и международными договорами Кыргызской Республики. Международный договор Кыргызской Республики – это, в частности, Международный пакт о гражданских и политических правах, который отсылает к замечаниям общего порядка Комитета по правам человека, который, в свою очередь, отсылает к практике Европейского суда, Межамериканского суда, и практика Конституционного суда Кыргызской Республики и практика Комитета по правам человека и других международных судов говорит о том, что принятие во внимание позиций судов, рассматривающих похожие дела, необходимо и, по нашему утверждению, ведет только к одному выводу.
очевидно, о неконституционности оспоримых положений. Спасибо. Трекал Узбекович, есть у вас? У меня нет вопросов. У меня нет вопросов. Уважаемый судья, есть вопросы? Присаживайтесь, спасибо.